Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Штурм обороны террористов в Эль-Фаллудже. Иракские генералы анонсируют скорый разгром ИГИЛ в Ираке. Враг начал падать. Наши смелые бойцы продолжают сражаться с ИГИЛ. Мы заставим этот самолет упасть. СМИ вспомнили зловещую надпись двухлетней давности на борту упавшего в четверг лайнера. Турецкие пилоты утверждают, что видели над морем НЛО, а человек, который не полетел, теперь считает себя самым счастливым в мире. Бог любит меня. Счастливчик ли я? Да, я счастливчик. Гусеницы шелкопряда доедают кыргызские леса. На защиту орешников экстренно брошены тысячи специальных жуков-терминаторов. После того, как они съедят 75% листвы, урожая можно не ждать. Это невозможно прожить в Крыму. Цены бешеные. Что ответил Дмитрий Медведев на просьбу жителей Крыма увеличить нищенские пенсии? Просто денег нет. Телеканал «Россия» ответил на обвинение в грубой фальсификации переводов с французского. Там гордятся и обещают на достигнутом не останавливаться. Дмитрий Киселев даже декламирует в прямом эфире непотребные стихи об Эрдогане. Один озабоченный турок все время дрочил свой окурок. Неделя смерти на Эвересте. От недостатка кислорода на спуске погиб голландец, переживший прошлогоднюю катастрофическую лавину в Гималаях. Альпинистам-вегетарианцам из Австралии также не хватило сил на спуск. Чеченцы начали свою панкисову в Грузии. Всемирный день культурного разнообразия в Панкисском ущелье. Панкисское ущелье выступает одним из символов исторической дружбы между грузинским и северокавказскими народами. Армия Ирака и шиитское народное ополчение штурмуют Фаллуджу, один из крупнейших городов Ирака, который 4 года находился под контролем террористической группировки «Исламское государство». Сейчас центр города и его окрестности подвергаются мощнейшей авиационной и ракетной бомбардировке. Передовые части иракской армии уже вошли в предместье Фаллуджи. Идут ожесточенные бои. Иракское руководство настроено оптимистично и считает, что нынешняя операция – не что иное, как начало конца господства ИГИЛ в Ираке. Враг начал падать. Наши смелые бойцы продолжают сражаться с ИГИЛ. Мы готовились к этой операции больше 2 месяцев. Мы должны были начать раньше, но, к сожалению, из-за политического кризиса и событий в Багдаде операцию пришлось отложить. Но момент для освобождения Эль-Фаллуджи настал, и пока все идет по плану. В районе Фаллуджи сосредоточено более 20 тысяч солдат, огромное количество танков и артиллерии. Армии помогает шиитское ополчение, в состав которого входит и крупное подразделение иракских христиан, общины, наиболее пострадавшей от зверств исламистов. Иракские военные заранее объявили о начале наступления и предложили жителям Фаллуджи покинуть свои дома и выйти по предоставленным коридорам. Однако почти никто не покинул осажденный город, население которого до войны составляло 300 тысяч человек. Напомним, что Фаллуджа находится всего в 50 километрах к западу от иракской столицы Багдада. Как предсказывают аналитики, сражение за Фаллуджу не будет легким, так как ее, в основном суннитское население, является наиболее религиозным и радикализованным по сравнению с другими городами, подконтрольными ИГИЛ. Фаллуджу называют матерью минаретов и мечетей. Западные СМИ прогнозируют, что зачистка Фаллуджи, если штурм будет удачным, может занять полгода. Хотя иракское правительство и его союзники уже анонсировали наступление на Мосул, который считается столицей террористического халифата. А в Греции началось насильственное выселение беженцев из самого крупного лагеря Идомени на границе с Македонией. К лагерю подъезжают полицейские машины и пассажирские автобусы. Греческие власти обещают отвезти людей в обустроенные правительством лагеря для мигрантов. Полицейские прибыли в количестве около 200 человек. Сейчас в стихийно образовавшемся лагере Идомени осталось около 8,5 тысяч мигрантов. По словам полицейских, они пока не применяли силу. Ожидается, что выселение продлится несколько дней. Накануне эвакуации многие мигранты в Идомени отказывались отсюда уезжать. Я останусь в Идомени, не поеду ни в какой лагерь. Мне нужно остаться здесь. Если полиция хочет посадить всех в поезд, пускай сажают, не проблема. Но я остаюсь в Идомени.
Власти Македонии в начале марта полностью закрыли границу для нелегальных мигрантов и приостановили оформление заявок на получение убежища. Такая мера была принята вскоре после того, как Австрия, Словения, Сербия и Хорватия объявили о новых ограничительных мерах на въезд в эти страны всех мигрантов и беженцев. Авиационные власти Египта несколько раз в течение одного дня подтверждали, а затем опровергали сообщение, что на борту упавшего в Средиземное море лайнера А-320 взорвалась бомба. Сначала заявлением выступили судмедэксперты, которые утверждали, что анализ фрагментов тел пассажиров, найденных на месте крушения, позволяет говорить о том, что людей разорвало на части еще до того, как самолет упал в море. Чуть позже другие судмедэксперты стали поспешно опровергать эти заявления. Тем временем египетская комиссия по расследованию крушения в срочном порядке запросила у Франции запись всех переговоров пилота с диспетчерами с момента подготовки ко взлету. Накануне французские СМИ сообщили, что у диспетчерских служб Франции якобы имеются несколько минут записи переговоров с пилотом, сообщившим о задымлении на борту. Власти Египта сразу же стали опровергать эту версию, хотя их французские коллеги никак не комментировали сообщения СМИ. Сейчас к месту крушения направились две подводные лодки, одна французская, другая египетская. Они должны поднять со дна черные ящики лайнера, если их удастся найти. Между тем, западные СМИ неожиданно вспомнили, что 2 года назад на корпусе разбившегося в минувший четверг самолета была обнаружена надпись на арабском языке «Мы заставим этот самолет упасть». Тогда во всем обвинили сотрудников наземных служб аэропорта Каира, связанных с группировкой «Братья-мусульмане». Сейчас эта надпись приобрела куда более зловещий смысл. 2 пилота турецких авиалиний, летевших за час до крушения египетского лайнера по тому же маршруту, сообщали в свою диспетчерскую службу, что видят неопознанный летающий объект зеленого цвета, который преследовал их самолет над Средиземным морем. По официальным данным, никаких объектов, подобных тому, что описали пилоты, на радарах зафиксировано не было. Мясник Амр Лотфи тоже должен был лететь злополучным рейсом, но за несколько часов до вылета вдруг, как он утверждает, безо всякой причины решил поменять билет. Когда он узнал из новостей о трагедии, сначала испытал шок, а потом невероятную радость. Я не просто самый счастливый человек в Египте, я самый счастливый человек в мире. Когда я узнал об этом, это был просто ужас. Я мог бы не поменять билет. Если бы мне не пришлось вернуться раньше, сколько всего могло не случиться. Бог любит меня. Счастливчик ли я? Да, я счастливчик. Международная правозащитная организация Human Rights Watch уже в который раз за последнее время призвала казахстанские власти освободить гражданских активистов, арестованных по обвинениям в призывах к несанкционированным митингам по земельному вопросу. Это как минимум 25 человек, задержанных с начала прошлой недели. По неофициальной информации их больше 40. В их числе Макс Бокаев и Талгат Аян, которым теперь инкриминируют призывы к захвату власти и организацию массовых беспорядков. Как сообщил их адвокат, теперь в отношении Бокаева и Аяна начато досудебное расследование, и им грозит и реальные, и немалые сроки лишения свободы. Вот как прокомментировал сегодняшнюю ситуацию с арестами казахстанских активистов независимый журналист Сергей Дуванов. Передо мной закон, в котором четко сказано, что по той статье, по которой обвиняется, которую хотят предъявить Максу, то есть там до 7 лет. Власть действует как бы есть левая рука, есть правая. Левая она ублажает и успокаивает, а правый карает. И те ребята, которых сегодня таскают, они считаются сегодня преступниками. Не считаются, а из них готовятся сделать преступников. Мне кажется, это провокация, которую власти сами не понимают, создавая прецедент, внося в отношения между народом и властью элемент насилия. Они учат людей, они приучают их к насилию. И поймите, что сегодня их мало, их сотни, может быть, 1000-2. Это, конечно, несерьезно по масштабам, по меркам страны. Но когда их станет 20 тысяч, это насилие вернется им назад. Вот это страшно. Уникальные ореховые леса Кыргызстана под угрозой. Сотни гектаров уже истреблены гусеницами непарного шелкопряда. Денег на борьбу с вредителем государство практически не выделяет. Поэтому местные экологи-лесоводы пытаются самостоятельно решить проблему при помощи жуков-терминаторов. С подробностями Джипек Бегалиева. Урожай фисташек в Сузакском районе будет явно небогатый. В этом году непарный шелкопряд успел уничтожить почти треть всей растительности.
После того, как они съедят 75% листвы, урожая можно не ждать. И это несмотря на то, что с начала года мы проводили обработку 2 раза. Яйцекладку вредители раньше собирали вручную, прямо с листа. Другого метода борьбы с шелкопрядом не было. Использовать авиацию здесь перестали еще с 90-х. Для лесного хозяйства это слишком дорого, да и местные выступают против химической обработки. Это самец. Самки выходят чуть раньше, и куколки у них бывает меньше. Через неделю он войдет в кокон. Потом бабочки откладывают яйца. Вот они. В этом году бороться с непарным шелкопрядом решили по-другому. В областной станции по защите и сохранению леса специально для этого вырастили вот таких жуков. Насекомые с резким запахом, отсюда их название, красотел пахучий, как раз и питаются гусеницами шелкопряда. За день жук съедает как минимум 50-100 гусениц шелкопряда. То есть это их еда. Сами шелкопряды откладывают от 30 до 50 яиц. Через пару дней жуков отпустят в лес. Пока их не так много, всего несколько тысяч. Но справиться с вредителями, по мнению энтомологов, красотелы смогут. Мы планируем запустить в курортную зону около 500 жуков. В Базар-Каргонском районе около 2000. Остальные по 1000. Я думаю, они истребят всех гусениц. В случае, если шелкопряд будет размножаться дальше, под угрозу попадут и уникальные ореховые деревья. В реликтовых лесах Джалалабада каждый год гусеницы шелкопряда уничтожают еще сотни гектаров насаждений. Дюбек Бегалиева, Руслан Калматов, Джалалабадская область, Кыргызстан. Далее в программе. Невозможно прожить в Крыму, цены бешеные. Что ответил Дмитрий Медведев на просьбу жителей Крыма увеличить нищенские пенсии? Просто денег нет. Телеканал «Россия» ответил на обвинение в грубой фальсификации переводов с французского. Там гордятся и обещают на достигнутом не останавливаться. Дмитрий Киселев даже декламирует в прямом эфире непотребные стихи об Эрдогане. Один озабоченный турок все время дрочил свой окурок. Неделя смерти на Эвересте. От недостатка кислорода на спуске погиб голландец, переживший прошлогоднюю катастрофическую лавину в Гималаях. Альпинистам-вегетарианцам из Австралии также не хватило сил на спуск. Чеченцы начали свою панкисову в Грузии. Всемирный день культурного разнообразия в Панкисском ущелье. Панкисское ущелье выступает одним из символов исторической дружбы между грузинским и северокавказскими народами. Самые большие потери за год несут вооруженные силы Украины на Донбассе, сообщают в Совете национальной безопасности и обороны. За последние сутки погибли 7 человек, 9 ранены. По словам самих военных, боевики непризнанных республик обстреливали их как минимум 47 раз, причем вдоль всей линии соприкосновения. Огонь по Авдеевке велся из минометов и гранатометов. Информации о так называемых ДНР и ЛНР по поводу обстрела нет. Впрочем, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора «Нормандской четверки» вновь призвал Киев прекратить огонь по жилым кварталам. Главным же итогом очередных переговоров Порошенко, Путина, Меркель и Олланда стала договоренность о появлении на Донбассе полицейской миссии ОБСЕ. Правда, если у президента Украины заявили, что это будут вооруженные наблюдатели, то на сайте президента России говорится о том, что у миссии ОБСЕ просто появятся некие дополнительные полномочия. К вечеру пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, Москва согласилась на полицейских ОБСЕ лишь на линии разграничения, а не на границе России и Украины. К тому же убеждены в Кремле, быть или не быть в регионе полицейским нужно спрашивать у сепаратистов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев огорчил крымских пенсионеров, которые в течение 2 последних лет после аннексии Крыма надеялись на увеличение их пенсий. Многие именно по этой причине поддерживали российские власти, а те, в свою очередь, намекали пожилым гражданам, что увеличение вот-вот произойдет. Медведев буквально одним предложением дезавуировал обещания и разрушил иллюзии. Пенсия невозможно прожить в Крыму, цены бешеные. Но с пенсиями это отдельная тема. Неправильно индексацию насчитывают. Обижают нас, не дают 4% даже. Что ж такое 8 тысяч, это не пенсиями будем заниматься по стране. Мы не можем сделать только в одном месте. Пенсию. Где она-то в Крыму индексация? Ее нигде нет. Ее нигде нет. Мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
К скандалу вокруг другой российской телекомпании «Россия-1», которую французские журналисты обвинили в фальсификации перевода французских политиков. Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев назвал небольшими заусенцами искажения перевода в сюжете «Россия-1» о так называемых евроскептиках во Франции. Напомним, журналисты канала «Каналь Плюс» нашли всех героев сюжета и выяснили, что российский канал неверно интерпретировал, а местами даже откровенно переврал их слова. Киселев ответил на обвинение публичными словами, что европейцы бревна в своем глазу не видят. А в ежедневных вестях такое внимание французского канала и вовсе приняли за комплимент. Сотрудники французского канала усомнились в подлинности слов, которые произносили на камеру герои репортажа Антона Лятова. Нам приятно, что аудитория нашего канала перешагнула национальные границы, а наши программы вызывают живейший отклик у наших европейских коллег. Дмитрий Киселев на этом не остановился. В прямом эфире своей очередной программы он прочитал крайне оскорбительные стихи в адрес президента Турции. Один озабоченный турок все время дрочил свой окурок, пока ранней весной не слюбился с козой, без всяких прелюдий, придурок. Смотрите далее. Неделя смерти на Эвересте. От недостатка кислорода на спуске погиб голландец, переживший прошлогоднюю катастрофическую лавину в Гималаях. Альпинистам-вегетарианцам из Австралии также не хватило сил на спуск. Чеченцы начали свою панкисобу в Грузии. Всемирный день культурного разнообразия в Панкисском ущелье. Панкисское ущелье выступает одним из символов исторической дружбы между грузинским и северокавказскими народами. Неделя смерти на Эвересте. Сразу после того, как высочайшую вершину мира удачно покорил безногий американский солдат, в течение всего нескольких дней там погибли сразу 3 альпиниста из разных стран. Все они умерли при спуске с вершины. Первая погибла альпинистка из Австралии Мария Элизабет Стридом, которая вместе со своим мужем хотела доказать миру, что вегетарианцы тоже могут покорить Эверест. Она умерла от горной болезни в так называемой зоне смерти. Ее мужу удалось спастись. Фактически в это же время по той же причине погиб альпинист из Голландии Эрик Арнольд. Он покорил гору с 5-й попытки, но вернуться не смог. У обоих альпинистов было достаточно кислорода и лекарств. Тем не менее, они не смогли выжить. Примечательно, что голландский альпинист был одним из немногих выживших после схождения смертельной лавины на лагерь альпинистов на Эвересте в прошлом году. Тогда там за один раз погибло несколько десятков человек. И, как стало известно, официально объявлено о смерти на Эвересте альпиниста из Индии Субхаша Пола, который тоже погиб после восхождения. Вместе с Полом на Эверест поднимались еще 2 альпиниста из Индии, которые сейчас числятся пропавшими без вести и, возможно, тоже пополнят список нынешних жертв. С момента первого восхождения на вершину Эвереста в 1953 году на склонах горы погибли более 250 человек. Скачки, борьба, спортивные состязания, танцы с песнями и традиционное застолье. Так в Панкисском ущелье Грузии, где проживают этнические чеченцы-кистинцы, отмечают Панкисоба – местный общинный праздник. На этот раз народные гуляния совпали с празднованиями, посвященными Всемирному дню культурного разнообразия. Звиат Мчедлишвили побывал на народных гуляниях в ущелье. Верховая езда – одно из самых распространенных увлечений среди жителей Панкисского ущелья. Кистинцы, этнические чеченцы, осевшие на территории Грузии несколько столетий назад, довольно искусные наездники. Лошади здесь есть почти у каждой семьи. Соответственно, дети приучаются к седлу с раннего возраста. Вот и на этот раз на скачках, организованных в честь празднования Панкисоба, победу одержал 13-летний Ибрагим Куштанашвили. Ему удалось обойти более старших и опытных наездников. Я очень люблю верховую езду и рад тому, что пришел первым. Было интересно, хотя лошадь не моя. Мне ее одолжил мой друг Руслан. Это моя первая победа на скачках. Главному победителю традиционно полагается приз. Смущенному от внимания многочисленных журналистов и гостей Ибрагиму вручили живого барана и знамя наездника. Победителя наградил присутствовавший на гуляниях министр культуры Грузии Михаил Георгадзе. Панкисское ущелье – это место, которое своей культурой, традициями и многообразием выступает одним из символов исторической дружбы, взаимоуважения, близости между грузинским и северокавказскими народами.
Панкиси – регион на востоке Грузии, который граничит с Чечней и где тесно переплелись две культуры – грузинская и чеченская. Край, породивший своеобразную культурную смесь. Потому на традиционном для панкисоба застолье можно увидеть как грузинские, так и чеченские блюда, причем приготовленные на особый кистинский лад. Такое же разнообразие и на выставке продажи многочисленных ручных изделий и сувениров. О своих корнях и родственных связях вайнахи-кистинцы не забывают. Во время народных гуляний в ущелье наряду с флагами Грузии появляются флаги Ингушетии и Ичкерии. Таким образом, грузинские чеченцы еще и выражают свои политические пристрастия по отношению ко второй родине. Многие представляют Панкиси каким-то страшным, опасным, нестабильным местом. Но на самом деле это не так. И тому подтверждение сегодняшний день. Такие гуляния сближают грузинскую и кистинскую молодежь. И я рад, что и кистинцы, и грузины действительно понимают, что мы братские народы, что у нас одни интересы, и нам нужно быть вместе. Мы приехали сюда из региона Тушети. Сегодня красивый день, мы в красивом ущелье. Здесь собрались хорошие люди, и мы, как горцы, просто не могли не приехать к своим братьям-кистинцам. Поздравляю всех жителей Панкиси с этим праздником. Праздник Панкисоба жители ущелья начали отмечать еще в 80-е годы прошлого века. Затем в темные холодные 90-е, когда Панкиси наводнили вооруженные отряды и беженцы из Чечни, а сам регион стал упоминаться исключительно в криминальных сводках, жителям ущелья было не до гуляний. Вновь регулярный характер праздник принял совсем недавно, после 2010 года, и отмечается ежегодно. Звиат Мчедлишвили специально для настоящего времени «Грузия. Панкиси». Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Я, Дэниел Блейк», повествующий о борьбе человека с бюрократической машиной. О других победителях Каннского киноконкурса в репортаже Рейтер. Главный приз Каннского кинофестиваля достался в этом году драме Кена Лоуча «Я, Дэниел Блейк». Это вторая золотая пальмовая ветвь в коллекции 79-летнего британского режиссера. Первую он получил в 2006-м за картину «Ветер, который качает вереск» о борьбе ирландцев за независимость. Дэниел Блейк – пожилой вдовец, оказавшийся без работы после инфаркта. Бывший плотник вместе с повстречавшейся ему на пути матерью-одиночкой пытаются победить бюрократическую машину и добиться от государства пособий. Тема социальной несправедливости всерьез волнует Кена Лоуча. Режиссер рассказал, что хотел поделиться своими переживаниями со всеми. Надеюсь, жюри почувствовало то же, что и мы. Бюрократия и весь аппарат госчиновников — это жестоко. Это унижает людей, которым навязали программу жесткой экономии. И это нас убивает. Это убивает миллионы, ставит их в тяжелейшие условия, вынуждает постоянно бороться. А в это время крошечная прослойка элиты живет сказочно богато. Это надо закончить, найти другой путь. Картина иранского режиссера Асгара Фархади «Торговец» получила сразу 2 премии в этом году – за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль. Ее исполнил Шахаб Хоссейни. Филиппинка Жаклин Хосе получила звание лучшей актрисы за работу в драме своего соотечественника Брильянта Мендосы «Мороса». Гран-при Каннского фестиваля получил фильм канадского режиссера Ксавье Далана «Это просто конец света». Таким образом, целая плеяда именитых режиссеров в этом году осталась вообще без призов. Джим Джармуш, Пол Верховен, Педро Альмодовар покинули Канны с пустыми руками. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.